Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Я каждый день прошу высшие силы за вас, и чтобы вам послали в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете мне. И еще раз огромное вам спасибо. Тема сегодняшнего гадания от цыпочки звучит так. Радостные события у вас на пороге. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие радостные события у меня на пороге? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие радостные события у вас на пороге. Так, ну мне очень нравится то, что вы вышли у меня в центре. Вот она, вы видите, очень красивый рисунок вышел. Ну, я буду читать снизу вверх. Во-первых, у вас из радостного идет признание в любви. Вам человек признается в любви. Вот он вышел. Эта любовь, либо она будет односторонняя, да, например, это ваш какой-то друг, товарищ, которого вы не воспринимаете как потенциального там жениха, либо серьезного человека вот в отношении там любви пары. Да, может быть какой-то друг, может быть какой-то знакомый. Но тем не менее, я вижу, что человек признается. Причем он признается не только в своей любви, но и в очень романтичном настроении к вам. То есть человек, мало того, что он расскажет, что я там тебя люблю, хочу, мечтаю, также будет человек вас куда-то звать, приглашать. Мало того, тут вы можете еще столкнуться с каким-то эмоциональным шантажом. То есть человек будет вас просто умолять, да, говорить, пожалуйста, не разбивай мне сердце, сходи со мной хотя бы раз на свидание. То есть в какой-то момент, с одной стороны, да, вы будете чувствовать себя сконфуженной, а с другой стороны, вы будете чувствовать себя наполненной, да, потому что так красиво и так нежно этот человек будет вас добиваться, настолько вот человек будет просто поглощен вами, что вы ответите на его призыв, и, скорее всего, между вами будет несколько свиданий. Почему несколько? Потому что, это не совсем человек, герой вашего романа, а скорее вы с ним, ради эмоций, ради... вы будете для себя говорить, что, я же добрый поступок делаю, да, вот он меня просит, я с ним иду на свидание. Но на самом деле вы соскучились именно по эмоции, вы соскучились по влюбленному взгляду вас, по романтике, да, этот человек как раз-таки вам это все подарит. Здесь будет 2-3 свидания, вот такой момент. А потом вы будете с ним говорить, либо с ней, да, смотря кто смотрит меня, и объяснять эту ситуацию. Потому что человек для вас немножечко пресный, скучный, и это не ваш типаж, да, это не ваш человек, вы это прекрасно понимаете. Но то, что подарит вам этот человек, вот те эмоции, те чувства, то состояние наполненности и просто, как говорится, кайф от самого себя, что да, меня любят, да, я нравлюсь, да, я замечательная. Это очень замечательный момент, который вас действительно вот прям вдохновит на то, что нужно идти вперед, что нужно искать свою половиночку и что нужно становиться счастливой. Если вы, кстати, в паре, в браке, в отношениях, то вы можете ответить на, даже не на взаимность, а просто, да, пойти человеку на уступки и просто с ним куда-то сходить, встретиться, пообщаться. И также вы будете подзаряжаться вот этой вот романтикой, да, этой энергией любви. Вот, в принципе, я не вижу, что вы там что-то обещаете человеку, говорите, что да, там мы с тобой будем. Нет, вы честно объясните, что я, например, не свободна. И человек вам скажет, пожалуйста, хотя бы сходи со мной куда-нибудь там на выставку, да, либо давай просто в кафе посидим. То есть вот этот момент наполненности от взгляда влюбленного в вас человека, да, который смотрит на вас с обожанием, с восхищением, у которого просто такой вот прям влажный взгляд становится. А вам очень понравится это, и это действительно будет вам такая вот прям таблеточка, да, от, может быть, тоски, хандры, и то средство, которое заставит вас
в любви, в отношениях двигаться вперед, да, не зацикливаться на каких-то бытовых проблемах, бытовых вопросах, а именно искать той романтики и тех наполненных добрых отношений, которые бывают между мужчиной и женщиной. Дальше у вас идет ситуация того, что, скорее всего, не знаю, то ли день рождения, может быть, у вас будет, или какой-то праздник будет. То есть я вижу, что вы в центре. Вы в центре, и все как бы к вам там идут, что-то говорят хорошее, доброе, позитивное, а вы как принимающая сторона, да, вы это все принимаете. То есть очень похоже на день рождения. Но может быть также и ситуация, что вас кто-то награждает, да, либо вы человек, который занимается каким-то важным делом, помогает другим, и эти другие к вам постоянно приходят именно с какой-то просьбой, а вы их, ну, вы им помогаете, вы совершенствуете. Знаете, ну, мне лично на ум приходит, что вы, например, доктор, да, и вы лечите людей, к вам постоянно приходят благодарные пациенты, после этого благодарят вас. Либо вы там занимаетесь бьюти-индустрией, да, вы, может быть, там делаете ногти, в ресницы, брови, да, вот, может быть, уколы какие-то, вот, процедуры красоты, да, и к вам приходят благодарные клиенты, и о вас идет вот какой-то спич. Вы узнаете, что люди там для вас, да, ради вас приезжают, может быть, даже из других городов, чтобы попасть именно к вам на прием. То есть ваша слава будет распространяться на, ну, между городами даже, может быть, у кого-то даже между странами. То есть вот этот момент, когда вы вот в зените просто, вы видите, над вами радуга, и вы вот такой человек, да, который руки вверх поднимает и, ну, как открыт всему миру. Для меня это очень хороший знак, это невероятное такое состояние наполненности, когда вы на своем месте занимаетесь своей работой, вы получаете от этого море удовольствия, и вы не только себе хорошо делаете, но вы и другим людям делаете хорошо. Так, здесь у вас, скорее всего, еще будет какой-то предложения по поводу обучения, может быть, предложения по поводу работы, может быть, какие-то курсы повышения, новые знания. В любом случае вы будете рассматривать несколько предложений. Причем предложения будут замечательнейшие. Что одно замечательное предложение. Смотрите, одно предложение от мужчины будет, другое от женщины. И то предложения, ну, они как-то и похожие, и они оба прекрасные. И у вас такой знак вопроса, вы будете думать, что же мне выбрать. Знаете, я скажу так, вот я вижу по прогнозу, что, скорее всего, вы будете выбирать либо, ну, два сразу вы будете пытаться осилить, либо вы как-то вот очередность поставите, что одно я сейчас пройду, а второе я попробую попозже. То есть какие-то два варианта у вас, да, сейчас и потом. Либо два сразу вы будете пытаться осилить, но два сразу навряд ли у вас получится. То есть, может быть, получится как-то в краткосрочной перспективе, потом вы все-таки решите, что нет. По уму все-таки лучше сначала я одно сделаю, потом я буду браться за второе. Знаете, человек с инициалами, вот буква у него М идет, да, может быть, это имя, может быть, фамилия. Вот человек с этим инициалом сделает вам какой-то, ну, невероятный, я не знаю, подарок, какой-то невероятный поступок ради вас совершит. Что-то, вот прям какая-то колоссальная от этого человека идет энергия в вашу сторону. И эта энергия, как будто бы это дар, это как будто бы какой-то, ну, что-то для вас созидает этот человек, да, что-то для вас делает. Я не могу понять, что, но вижу, что человек с буквой М. Имя, фамилия, может, место, откуда он приехал. Вот именно Эмочка идет. Да. Знаете, вот если вы с кем-то поругались, если вы с кем-то поссорились, то я вижу, что именно вы вот прям почувствуете, что все, это неправильно, что нужно что-то делать, предпринимать. И вы к этому человеку придете с открытой душой и прям так честно скажете, что я, ну, была, может быть, не права, и я не хочу быть с тобой в каких-то натянутых отношениях, давай помиримся, и у вас будет примирение. Знаете, вы очень гордый человек, вот несмотря ни на что, я вижу, что очень гордый человек, и вы себя уже перекраиваете, причем перекраиваете по каким-то лекалам идеала, не знаю, по каким-то лекалам ангела вы себя делаете. Вы от себя этого не ожидали, но вы это сделаете. И вам настолько понравится это ощущение, когда вы миротворец, когда вы человек, который
но переступает какие-то, ну, глупые предубеждения, да, какие-то глупые установки и идет вот именно в мир. И как, ну, например, у человека загорятся глаза, который будет вам давать ответы, скажет, что да, конечно, я тоже хотела, либо хотел, давай, пожалуйста, помиримся, я тоже там была, либо был неправ. То есть вот это состояние вы поймете, что вы растете над собой, что вы развиваетесь, что вы не в застойном положении, как вы были раньше, могли там годами обижаться, и причем ничего хорошего не было, вы теряли людей в этих обидах, вы теряли связи, то сейчас вы понимаете, что для вас это нормально, примириться с тем, кто вам нужен, важен и дорог, и что это замечательно, что ничего плохого в этом нет, наоборот, это мудрость, наоборот, это какой-то рост над собой, это приобретение каких-то новых полезных навыков и знаний. Знаете, здесь у вас, кстати, гости будут, гости, которые, может быть, даже и незваные, может быть, даже и нежданные, но эти люди, они с такой добротой, с таким хорошим посылом к вам придут. Это может быть встреча какая-то короткая, да, может быть, она всего лишь займет там час времени, но тем не менее, настолько это будет приятно, настолько это будет позитивно, что вы, знаете, для себя подумаете, что нужно больше как бы заниматься тем, чтобы там принимать и приглашать гостей, что как мало мы там общаемся и как мало у нас возможностей встречаться. Смотрите, здесь женщина с ребеночком, с маленьким. Также может быть это вы и ваш ребенок. То есть, и, кстати, не важно, маленький это грудной ребеночек, либо это уже большой ребеночек. В любом случае, я вижу, что женщина будет заниматься своим ребенком, будет уделять ему время, внимание. И если у вас есть супруг, да, например, муж, мужчина, который рядом с вами, вы поймете, какая вы прекрасная семья. То есть вы занимаетесь ребенком, а ваш, например, супруг занимается и вами, и вашим ребенком. То есть вы почувствуете поддержку, которая у вас за спиной. Может быть, человек об этом не говорит, может быть, он где-то там, ну, лишен там каких-то сентиментов, но тем не менее, вот его конкретные действия, они будут просто какого-то волшебного формата. И также и ваш ребенок почувствует вашу любовь. Может быть, где-то вы в суете, в спешке не успеваете там сказать лишний раз о своих чувствах, о своих эмоциях. И тут у вас прям какое-то, не знаю, раскрытие идет. Вот семья, если вы в семье, то все как будто бы, ну, за друг друга, да, вот прям как стеной стоят, и вот каждый будет чувствовать любовь того, кто впереди, да, либо кто сзади находится. То есть замечательное чувство, замечательное состояние. Кстати, может быть даже момент того, что, например, взрослый ребенок ваш приведет свою невесту, либо жениха и скажет, что вот теперь у меня есть любимый человек, и вы будете принимать этого человека. Причем вы будете стараться именно действительно принимать, не выискивать какие-то недостатки в этом человеке, не всматриваться скрупулезно, а кто это, а что это, да, и что может быть, какие перспективы. А именно вы будете принимать, вы как-то расслабитесь, и да, выбор моего ребенка это также и мой выбор. То есть, понимаете, тут именно какое-то соединение между поколениями в семье, между всеми членами семьи. Знаете, вот прям наслаждение от того, что мы все вместе, и от того, что мы семья. Прекрасное чувство, сохранитесь в нем. Желаю поскорее вам окунуться в это ощущение и желаю вам всего самого наилучшего. На этом моя цыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.